Эти люди не просто гости республики. Это успешные бизнесмены из Арабских Эмиратов. Каждый из них нашел время в своем плотном графике и приехал в Чечню поделиться предпринимательским опытом. Сегодня свои секреты они раскрыли студентам в рамках первого международного молодежного форума. Участников поприветствовал председатель правительства и пожелал удачи в совместной плодотворной работе. Проведение этого крупного мероприятия стало возможным благодаря достигнутым в Дубае соглашениям главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова с руководством Объединенных Арабских Эмиратов. Уверен, данный форум откроет перед вами новые возможности, позволит раскрыть новый потенциал и найти пути реализации своих проектов и идей. Провал – это тоже путь к успеху, говорит Мухаммад Али Аллабар. В его жизни падений было достаточно, но упорство взяло верх. Сейчас Мухаммад Али Аллабар – председатель совета директоров крупнейшей в мире инвестиционной компании MR Properties. Я благодарю главу республики Рамзана Кадырова за то, что он пригласил нас в Чечню. Я хочу поделиться с вами личными ошибками и достижениями, которые меня настигли на пути к успеху. Когда я начинал открывать свой бизнес, у меня не было то, что есть у вас. У вас в руках технический и информационный потенциал. У вас есть ресурсы, технологии. Главное, за вашу судьбу переживает ваш глава. Это многое значит. На форуме единогласно поддержали инициативу по обмену опытом между талантливой молодежью и бизнесменами. Своим успехом поделился предприниматель Маджид Аль-Мансури. По его мнению, начинающему специалисту нужно просчитывать все до мелочей. Будущий предприниматель должен смотреть не только вперед, но и назад. Он должен все время развиваться и обучаться. Если ему не удается начать свое дело в одном направлении, то он должен пробовать себя в другой сфере, всячески использовать новые возможности и, главное, напастись огромным терпением. Только в этом случае будет гарантирован успех. После долгих бесед и дискуссий участники форума посетили выставку предпринимателей Чечни. Здесь представлены разработки молодых специалистов в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и строительства. Есть сегодня возможность получить образование, использовать те знания, опыт, который есть сегодня. Значит, тот старт, который можно сделать, ту поддержку, которую государство оказывает, использовать и делать это так правильно для того, чтобы создать собственный бизнес и этим бизнесом заниматься в дальнейшем потом успешно. Я считаю, что просто колоссальная информация была выдана для молодежи, причем с призывом таким, чтобы они завтра могли, значит, зарядиться. Продолжая тренинги про успешный бизнес, здесь обсудили роль инноваций в предпринимательстве. Секретами своих успехов с чеченскими студентами поделились генеральный директор агентства по развитию предпринимательства в Объединенных Арабских Эмиратах Абдул-Асед Аль-Джанаки, режиссер-аниматор популярного рапового мультсериала «Фридж» Мухаммад Хариб и другие. Молодые люди заслушали доклады региональных ученых. Также они пообщались с трехкратным олимпийским чемпионом Бувайсаром Сайтиевым. Это большое дело, то, что сегодня в Чеченской Республике проходит международный форум под названием «Современная молодежь. Возможности и перспективы». Это название сегодня для Чеченской Республики. Наверное, мало у кого в нашей стране есть возможность развиваться под такими лозунгами «возможности и перспективы». У нас практически безграничные возможности с нашим руководителем Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Четвертая часть форума была посвящена вопросам обеспечения занятости молодежи. С докладом выступил и директор Департамента инвестиционной политики Министерства экономического и территориального развития и торговли Чечни. Подробно про масштабный проект «Ахмат Тауэр» и темпах его строительства местной молодежи гостям столицы рассказал генеральный директор организации Smart Building Саид Магомед Зубайраев. Ну а в заключении вечера участники форума даже получили советы от главы Чечни Рамзана Кадырова. И хочу поблагодарить Мамада Абара, нашего брата, за то, что он приехал, организовал такой представительный форум. И я думаю, что это даст большую возможность для родителей нашего подрастающего поколения. Я хочу поздравить нас всех с тем, что мы сегодня заложили капсулу и завтрашнего дня начинаем строительство Международного университета. Университет будет ходить, как нас сказал наш старший брат, десятки лучших стран мира. Это большое достижение для нашего региона. Форум Чехия, мы должны были радоваться. Значит, форум, да, сильно интересно, до помощи коррекционного, она выступающая чарна, до интересно, дела, она, вы, ногти, ты в перец, Дилперица, чи цама динамика хочется.
Это верить в себя, это однозначно. Самая большая польза, даже больше joker, это терпение. Сюда терпение, перспектива. Сюда выступающий человек, если когда человек выступает и говорит о том, как мы развиваемся, а мы развиваемся очень успешно, потому что когда я первую встречу организовал Будапешт с молодежью, я тогда говорил, что мы будем проводить международные форумы, что к нам будут приезжать самые ведущие там, профессора, доктора, артисты, актеры, и мы будем строить современные города, современные образовательные учреждения, никто не верил. Сегодня это свершилось, это факт. Но благодаря тому, что мы с командой нашего первого президента вместе работали с республикой управлять 76% безработицы, разрушенная сельская, разрушенная стройиндустрия, это очень тяжело. А вот сегодняшняя система, которую нам всем с вами вместе придется управлять дальше, развивать, это еще труднее. Потому что молодежь наша, это все самое ценное, и вы должны учиться, трудиться, и вы должны знать, что от вас зависит будущее сегодня и завтрашнее нашего народа. Мы должны более быть терпеливыми, мы должны более быть голодными в том плане, что надо питаться себе самое лучшее в мире. А вы не согласитесь, у нас ничего не получится. Мы именно развиваемся в том плане, что наши студенты обучаются в Европе, в Англии, в Германии, и это оплачивает наша республика, бюджет нашей республики. Отсюда с пониманием, если не будет относиться до среда, то у нас перспектива, как мы хотим, а как мы планируем, не будет. Экономика, бизнес – это самая сложная вещь, а должен лавировать он бизнес, а не получается. Бизнес сегодня может прогореть, а завтра может быть успех. Правильно строить бизнес, правильно себя реализовать в этой жизни – это самое сложное и необходимое. Возможности и перспективы для нашего молодежи у нас есть. И сегодняшние наши братья из Абу-Даби, если наследного принца шейха Мухаммада бин Заида, нам оказывается, что он серьезно поддерживает. Именно для развития малого и среднего бизнеса Чеченская республика выделила $50 миллионов. Это большие деньги для малого и среднего бизнеса. Это благодаря Мухаммаду бин Заиду. Также у нас реализуются программы, федеральные программы, местные программы, подпрограммы. Кто хочет заниматься бизнесом, кто хочет реализовать себя, для этого человека у нас созданы все условия. Просто мы должны верить в себя, мы должны уважать себя и окружающих. Для студентов встреча с предпринимателями – своеобразный толчок для создания своего бизнеса. Организаторы форума надеются, что молодежь в будущем на практике сможет применить опыт арабских бизнесменов. Элина Дадаева, Хамзат Аюбов, Магомед Мударов. Новости.